В эфире телеканала БСТ, программа «Интервью». Здравствуйте! Сегодня поговорим о добрых мероприятиях и гость студии Айгуль Гареева, президент благотворительного фонда «Мархамат». Здравствуйте! Здравствуйте! Айгуль Рашидовна, уже на этой неделе состоится интересное мероприятие, доброе мероприятие «Страусиный переполох». Расскажите о его названии, откуда оно, где пройдет и основную информацию. Полное название «Страусиный переполох» по-русски. Мы делаем ежегодно благотворительный пикник на усадьбе Эко-Гнездо, это в Иглинском районе, возле села Балтика. Есть такая усадьба, где есть парк с животными и прекрасная площадка для того, чтобы провести благотворительное мероприятие. Мы это мероприятие задумали для того, чтобы помочь подопечным нашего фонда Мархамат, а само мероприятие с таким необычным названием, потому что на ферме есть страусы, и мы делаем такую небольшую игру на территории парка. Во время мероприятия у нас будут страусиные бега. Здорово. Это, кстати, еще и такая терапия, да, зоотерапия. Это, наверное, полезно. Вообще, если говорить про ферму, про усадьбу, то, конечно, общение с животными очень помогает. Поскольку я руководитель фонда, мы часто выезжаем с нашими подопечными и видим, как животные благотворно влияют на детей с ограниченной возможностью здоровья, так и на их братьев, и просто на обычных детей. Когда дети общаются с животными, они расслабляются, они как-то заземляются, да, и могут более лучше справляться со своими даже учебными задачами, потому что у них есть возможность расслабиться. Давайте все-таки поподробнее, чтобы зритель узнал, а во сколько начнется это мероприятие и его программа, кому это будет интересно, то есть какого возраста могут прийти ребята, а может быть даже с родителями. 1 августа с 12 до 3 у нас будет основная часть мероприятия. Мы всех ждем с 11:30 на усадьбе Эко-Гнездо в Иглинском районе. Это примерно полчаса от Уфы езды, если через Восточный выезд ехать. И программа будет включать в себя мастер-классы. У нас пройдет большая игра. Как я уже сказала, у нас будут шуточные страусиные бега. Страусы там будут не настоящие. Это будут муляжи, но игра будет очень веселая. И я думаю, что тот, кто примет участие, они даже смогут выиграть какой-то приз. И кроме того, что в нашем названии есть слово по-русски. Мы делаем мероприятие в русском стиле. Сейчас это модно, и мы тоже приняли в этом тренде, так сказать, участие. У нас будут кокошники, костюмы, и все, кто придет с элементами русского костюма, получат сладкий подарок. Кроме этого, мы всех накормим щами с крапивой, будут бутерброды со сметаной, и такой отсыл к нашей исконно русской истории, почему произошел, да, потому что мы считаем, что вообще традиция помогать – это наша такая корневая, наша основная история, да, когда люди, проживающие в России, помогают друг другу, и поэтому 1 августа мы решили обратиться именно к русской традиции помогать. У нас будут хороводы, мы будем танцевать ручейки, будем петь песни, и думаем, что таким образом объединимся для благого дела, потому что абсолютно все собранные средства с продажи билетов на это мероприятие пойдут на помощь подопечным фонда Мархамат. А вообще примерно насколько удается и скольким детям помогать после таких мероприятий? Вот какие-то примеры сможете привести, рассказать? Ну, конечно, да. У нас есть центр детского развития, в котором обучаются детки. Они весь год занимались со специалистами. А вот летом, например, было 4 выездных смены в рамках проекта Фонда президентских грантов. И в рамках этого проекта ребята посещали летний лагерь, как раз приезжали на усадьбу. Всего около 100 детей смогли посетить усадьбу и познакомиться как раз поближе с животными в рамках помощи. Когда мы собираем средства на таких мероприятий, например, Масленица у нас была прекрасная, там 5 ребят потом полгода занимались бесплатно в Центре детского развития, поэтому, конечно, мы надеемся, что в этот раз мы тоже сможем, учитывая, что начинается учебный год, и детки опять придут в наш центр, мы надеемся, что там 5-7 детей мы сможем, семей, помочь в течение полугода. Родителям и тем, кто постарше, то есть от подростков, там тоже будет весело и интересно? Конечно, да, у нас будут различные активности, они будут в большей части как раз направлены на семейную историю, да, где надо будет пройти какие-то испытания, чтобы получить приз. Будет секретный приз, приятно, который нужно будет найти всей нашей компании, поэтому я думаю, что будет интересно любого возраста. Мы всех ждем 1 числа в 15 часов. Как часто вы... В 12. В 12, да, вы сказали, что с 11:30 уже можно подходить. Да. Как часто вы стараетесь организовывать подобные мероприятия? Примерно раз в год? И вообще, насколько это сложно? Вот чаще или реже?
Ну, выездные мероприятия у нас проходят довольно часто. Мы примерно в месяц несколько раз выезжаем. Если говорить про усадьбу Эконизу, то там 4 больших благотворительных мероприятия в году мы проводим. И видим, насколько людям нравится выезжать на природу, потому что все-таки мы в такой живем в стрессовой ситуации. У нас очень много у ребят учебы, например, потом кружки, еще какие-то задачи. Им хочется просто побегать на природе. И в этом смысле наша усадьба, она идеально для того, чтобы дети могли немножко выпустить пар, что называется. Тем более сейчас лето, поэтому мы надеемся, что именно в формате такого большого праздника будет интересно любым жителям Уфы или каким-то людям, проживающим в ближайших районах, может, кто-то приедет специально, мы приглашаем. И Глинский район, они активно поддерживают наше проведение мероприятий, и надеемся, что такие праздники будут проходить еще чаще. Организовывать их также непросто? Конечно, да, как любое мероприятие требует большой-большой подготовки. В течение 2-3 месяцев каждое мероприятие мы готовим. В прошлом году, надо сказать, пикник у нас был в башкирском стиле. Это было все на коврах, на траве. А в этом году мы хотим вот немножко поиграть в такую русскую историю, которая для нас очень близка и понятна, и которую мы очень любим. Вы уже упомянули про выездные детско-родительские смены. Так, вы вскользь сказали, да, давайте поподробнее, все-таки это другие проекты фонда тоже очень интересны. Вот расскажите о них, насколько я понимаю, там на этих выездных сменах тоже очень большая такая программа активности. Вот расскажите, что это поподробнее. Да, фонд Мархамат помогает детям с ограниченными возможностями здоровья, и еще есть наша часть, которой мы занимаемся, это замещающие семьи и дети-сироты, которые в этих семьях проживают. И в рамках помощи мы стараемся привлечь средства, в том числе вот этот страусиный переполох по-русски, один из инструментов, как мы можем помочь нашим семьям, и также мы пишем гранты. В рамках наших как раз грантов у нас было 5 выездов, 4, как я уже сказала, было в рамках фонда президентских грантов «Круг семьи», когда мы выезжали на природу. И вот вчера буквально с педагогами обсуждали, что такого, да, просто поехать и где-то пожить с ребятами. Ну какая это помощь? У нас была, например, такая история, когда 5-летний ребенок с трудностями в пищевом поведении не кушал дома сам, всегда кормили его с ложки, но 5 лет уже вроде большой, но не могли ничего с этим поделать. И вот в лагере все приходят в столовую, с ним все время обедала одна и та же семья, и в последний день, видя, что другие ребята, даже младшие его, едят сами, он начал есть, это была огромная победа. Совершенно как бы неочевидное сначала, но именно вот такие бытовые вещи в лагерях, они очень сильно продвигаются у ребят. И благодаря поддержке гранта главы Республики Башкортостан, у нас заканчивается уже проект «Ранняя помощь», мы смогли вывести маленьких детей. Вот маленьких детей вместе с сиблингами, вместе с родителями. И вот именно на маленьких детях, конечно, результат максимально виден. Это очень здорово, что сейчас есть возможность за счет грантов помогать семьям, потому что сейчас всем непросто, особенно когда растет ребенок с особенностями. Ну вот весь июнь, да, проходили такие, получается, июнь, смены? Июль, это, да, и у нас июль тоже. Было 5 смен, более 100 детей посетили. Вот в рамках проекта «Ранняя помощь» у нас были маленькие детки до 5 лет. И также наши подростки съездили. У нас есть подростковый клуб «Не детки», который, кстати, открыт все лето. Всех приглашаем на центральном рынке. Есть подростковый клуб «Не детки», бесплатный для подростков 12-20 лет. Пожалуйста, приходите, очень много интересного. И вот эти ребята тоже выезжали на природу. А с ними как занимаются? Вот ребят до 18 лет, как вы сказали, не детки, клуб не детки. Да. Насколько легче или сложнее им придумать программу, их заинтересовать, увлечь? Ну, на самом деле и сложно, и не сложно, да, поскольку я сама педагог, и я вижу, как много сейчас инструментов, с которыми можно работать с детьми, да, то есть очень можно легко найти информацию, какие-то классные придумать мастер-классы, но в то же время наши дети сильно нас опережают, да, у них уже совсем другое мышление, их очень сложно заинтересовать, у них много всего вокруг них происходит, и чтобы педагогу быть значимым в этом таком ярком поле, надо прям быть сильной личностью, но если говорить про наш фонд, у нас очень классная команда педагогов, которая прекрасно справляется, дети с удовольствием ходят, вот сейчас летом там у нас порядка 40 детей постоянно ходят в клуб, и мы готовы еще принять детей, и видим, что дети не просто где-то на улице беспризорно ходят, они приходят к нам, делают поделки, участвуют в наших играх, в наших активностях, вместе смотрят кино, обсуждают, и это очень классно.
Что потом говорят после смен сами дети, родители, педагоги? Они говорят, почему это закончилось, когда это будет еще. И, в общем, мы надеемся, что при помощи различных мероприятий мы сможем продолжать. Вот, в частности, мы планируем и в сентябре тоже поехать с ребятами. Как только запустится год, это в конце сентября мы еще планируем выезд. И думаю, что вот этот страусиный переполох по-русски будет как раз тоже таким вкладом в будущие проекты с нашими детками. А удается ли поддерживать общение, связь с теми, кому уже удалось помочь? Вы вот как-то всегда на связи с ними? Мы с ними, с одной стороны, на связи, но с другой стороны, вот моя личная задача и мой успех, я считаю, тогда, когда дети забывают, что они когда-то были у нас. Если я там встречаю на улице знакомого ребенка, то уже там, может быть, взрослый молодой человек или девушка, и он уже не помнит, что такое фонд Мархамат. Я считаю, что это самое большое благо, то, что мы могли для него сделать. Он справился с трудностями, он уже не нуждается в нашей поддержке и приходит к нам как волонтер, такое тоже часто бывает. И где-то мы встречаемся уже на мероприятиях, когда они уже в такой успешной, хорошей роли и уже счастливую свою жизнь проживают. Это, конечно, наша цель. А какие еще цели ставите перед собой? Вообще, какие проекты развиваете сейчас? Ну, как я сказала, мы занимаемся помощью замещающим семьям, и у нас есть большие чаяния в том, что мы можем сделать с проблемой сиротства в Республике Башкортостан. С каждым годом цифра все меньше тех детей, которые находятся в учреждениях, но тем не менее они пока там есть, и пока они есть, мы стараемся, чтобы максимальное количество деток попадали в приемные семьи. Сама приемная мама, вижу, насколько сложно ребенку после учреждения, насколько это травматично для психики ребенка, и понимаю, что самое лучшее – это семья. И поэтому мы стараемся, команда, для того, чтобы каждый ребенок, независимо от возраста, даже если он уже большой, он все равно выпускался, так сказать, в взрослый мир из приемной семьи. Осенью у нас пройдет семинар для будущих приемных родителей. Если вам интересна эта тема, пожалуйста, следите за новостями. Мы будем рассказывать, как взять ребенка в семью, каким образом он адаптируется, подскажем, как оформить документы. Мы к этому очень открыты. Ну, ваша история тому пример, да? Расскажите про себя. Вы мама 6 детей. Ну, у нас с супругом 6 детей, 2 ребенка приемных. Мы взяли их в большом возрасте, в 9 и в 15 лет. И это, мы считаем, что одно из лучших вообще решений нашей жизни. Хотя это не просто, но это очень сильно нас сплотило, и мы понимаем, что только семья может ребенку дать возможность, опору такую, да, фундамент, от которого он может оттолкнуться и уже жить свою счастливую жизнь. Не имея этого, к сожалению, в сиротских учреждениях у ребенка намного меньше вариантов стать успешным. Вы знаете, спасибо вам большое, что вы к нам пришли в студию, узнали много нового, но самое главное, мы хотим все-таки проанонсировать, да, предстоящее мероприятие. Я напомню, 1 августа в Иглинском районе состоится благотворительный семейный пикник. Все собранные средства пойдут на помощь подопечным благотворительного фонда «Мархамат». Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на телеканале БСТ.